Почистил пуховик. Куда поехал? В город. Только брови видно. Всем привет, друзья! Я снова веду свои видосы, снимаю для вас. Короче, я очень рад, что вы меня смотрите. Я рад, что вам зашла наша новая вообще и рубрика, которой, кстати, в этом ролике, наверное, нет. И вообще, в принципе, наша новая подача наших путешествий, короче. Да, если вам очень понравилось, подписывайтесь. И, кстати, да, я Матвей Дренкин, если вы вдруг забыли. А сегодня мы направляемся в Зюраткуль. Почему не Зюраткуль? Да потому что мы уже в Челябинской области, а здесь принято говорить Зюраткуль. А если говоришь Зюраткуль, они тебя не понимают. Ехать нам осталось около 100 километров. Скоро мы будем на месте. А сейчас мы пока на заправке заправляем нашего второго железного коня Митсубишевского. А наш железный тойотовский конь заправлен и электричеством, и бензином, потому что он гибридный. Да, кстати, у нас новая машина. Вот и пришло время немного рассказать, что я думаю про трассу М5 в сторону Челябинска. Я думаю, что по этой трассе без крайней жизненно важной необходимости, как, например, у нас, ездить не стоит. Трасса кишит фурами и в большинстве представляет собой двухполосную дорогу, местами не самого лучшего качества. А если начнется снегопад, то и вовсе вы рискуете стать обитателем местных, но не всегда населенных пунктов, так как федеральную трассу наглухо перекрывают, и вы отсюда уже никогда не выберетесь. Конечно, я шучу, хотя трасса М5 действительно иногда встает в километровые пробки, но в нашем случае, на удивление тем, кто в последний момент решил с нами не ехать, сославшись на вышеупомянутые причины, мы доехали достаточно быстро и без происшествий. О, 3-4 км. Двое взрослых, двое детей. Ну что, въезд у нас стоит 250 рублей с человека, детям бесплатно. Не уточняют, сколько лет детям, но это хорошо. Нам осталось буквально совсем чуть-чуть ехать. Сейчас будет небольшой подъемчик с таким интересной поверхностью. Идет до снег, плюс 3, минус 3 температура. Чуть-чуть осталось, поехали. Пройдя первый чекпоинт, мы оказываемся в поселке Магнитский с соответствующим для этого региона подстройками, от которого до поселка Зюраткуль остается каких-то 12 километров довольно красивой, петляющей по горам дороги, которая в некоторых случаях может оказаться по силам не каждому автомобилю с моноприводом. Но если, как и нам, подняться все же удастся, то вы окажетесь на высоте 724 метра над уровнем моря, и перед вами окажется завораживающая лесная картина. Однако в отсутствии снега дорога будет уже не такой комфортной. Ехать со скоростью 60 и более, как и мы, уже вряд ли получится. Доехав до места, где мы будем отдыхать после не очень долгой дороги, нами был проведен небольшой брифинг, на котором было принято решение немного прогуляться по населенному пункту. С Новым годом! Разумеется, в поселке имеется еще и магазин, и даже не один, полностью соответствующий местному колориту и с ценами, отличающимися в большую сторону от настоящих, ну так раза в 2. О, Катя, уходи. Дальше, беги.
сугроб ее, в сугроб. А вообще, изначально прогуляться мы решили до экопарка Зюраткуль, который, как оказалось, занимает большую половину всего поселка и даже имеет свой собственный контрольно-пропускной пункт, как на режимном объекте, по которому даже до ресторана мы передвигались в сопровождении охраны. Что касается эко-кафе 1175, интерьер кафе выполнен в русском стиле и рассчитано кафе на 60 посадочных мест. Во время нашего визита все 60 посадочных мест были полностью в нашем распоряжении. Что касается меню, здесь представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус. Однако мы, вопреки всем правилам посещения ресторанов, решили, что будем кое-что другое. Сало мне принеси. Пока персоналом велись подготовительные работы для нашего угощения, мы восхищались тем, как необычно и удивительно оформлен зал ресторана. И, конечно, самым востребованным, запоминающимся и приятным местом в ресторане оказалось место возле камина. Когда пришло время угощения аперитива, первая независимая оценка была дана горчице. Горчицу не домашнюю. А не домашнюю. Давайте. С чипсами. Это с красивым бокалом. Сало, горчица, хреновуха и комфортная атмосфера ресторана – это, конечно, хорошо, но пришло время возвращаться на турбазу и готовить теперь уже настоящий ужин. Все, хватит. Торжественное употребление пельменей под почти живую музыку понравилось всем, ну почти всем. И следующее утро в этом замечательном и безлюдном месте встретило нас классикой советской мультипликации, довольно морозной погодой и, само собой, сейчас самое время рассказать, где мы находимся. Место нашей дислокации называется Небесное озеро, так как рядом с поселком располагается одноименное, самое высокое озеро Урала, известным своей кристально чистой водой, живописными пейзажами и свежим горным воздухом. А находимся мы, как говорилось ранее, чуть выше уровня моря, а точнее выше на целых 724 метра. Вдоль поселка протекает река Большая Садка, которая берет свое начало в том самом озере. А вообще гостей ждут комфортабельные деревянные домики и номера различной категории, от уютных вариантов до семейного отдыха, а на
аналогично номеру, в котором мы остановились. В домах есть все необходимое для комфортного проживания. Удобные спальные места, оборудованные кухни, санузлы, отопление. На территории предусмотрены беседки, мангальные зоны, баня, парковка и детская площадка. В летнее время турбаза, конечно, пользуется большей популярностью, чем зимой, что, собственно, и видно. На всю территорию комплекса мы были почти одни, не считая, конечно, директора комплекса Андрея Анатольевича. А нам пора отправляться туда, ради чего сюда, собственно, все и приезжают. Друзья, ну доброе утро. У нас оно действительно очень доброе. У нас оно действительно очень доброе, потому что замечательная погода. Температура заявлена на таблое, на том самом, который Home Sweet Home, где мы отдыхали 3 года назад. Короче, табло показывает 19 градусов, минус, естественно. Сейчас, по ощущениям, уже, наверное, чуть-чуть потеплее стало. Но всего лишь чуть-чуть пока что. Вот, а мы направляемся туда, на хребет Зюраткуль. Почему Зюраткуль, а не Зюраткуль? Потому что мы в Челябинской области, в одноименном поселке под названием Зюраткуль. Погнали гулять. Ладно. Дорога до хребта Зюраткуль занимает около часа, и протяженность тропы 5,5 километров. На входе нас встречает деревянная арка с названием тропы, вероятно, названной в честь располагающегося на вершине пика. А пролегает тропа через живописный лес, дорога через который выслана деревянным настилом. Правда, зимой этот настил совсем не видно, а только слышно, что под снегом явно есть какие-то пустоты. А еще настил может создать больше неудобств, нежели комфорта, так как шаг в сторону при попытке пропустить встречных путешественников, и ты уже по пояс в сугробах, и можно звонить в МЧС. некоторое время деревьев становится меньше, и уже можно более точно оценить расстояние до хребта. Примерно здесь находится и середина пути. Снова начинается невероятной красоты лес, только вместо настила уже чаще начинают попадаться камни. Примерно отсюда начинается довольно ощутимый для не очень подготовленных туристов, как мы, подъем в гору. Местами подъем в гору настолько крутой, что некоторые из наших спутников начинают притворяться уставшими и косплеить Blade Runner. Я тут остаюсь. Райан Гослинг, Blade Runner.
Даже если вы не осилите подъем полностью, то с предвершинной точки также открываются невероятной красоты виды. Но кто-то же должен добраться до самой вершины, поэтому берем себя в руки с гудящей коленкой и рюкзаком полным замерзших и бесполезных батареек и лезем дальше. Как уже всем известно, высота хребта Зюраткуль 1175 метров, а основной его самой высокой точкой является пик под названием Медведь. Вообще хребет Зюраткуль один из самых живописных горных массивов Южного Урала. Хребет напоминает выразительную каменную стену над окружающей тайгой, и его протяженность составляет около 8 километров. Со смотровых площадок, коих тут плато очень множество, открываются панорамные виды на озеро Зюраткуль, хребет Нугуш, бескрайние леса и горные долины. В ясную, так уж получилось, очень морозную погоду пейзажи здесь особенно выразительны. Тайга, каменные россыпи, покрытые слоем снега и, конечно, виды на одноименное озеро. Короче, руки вообще нахрен замерзли. Я не смог даже коптером управлять. Он летал сам. Ребята, ходить в декабре в минус, я не знаю, здесь 36. По факту, наверное, 25. Никаких термометров, вообще ничего у нас нету. Мы не знаем, какая тут температура. Руки мерзнут мгновенно. Не делайте этого. Или делайте. Катя, извини, что я вас внизу оставил. Спускаться же с горы законным способом будет куда тяжелее, нежели подниматься, поэтому не удивляйтесь, если ваша пятая точка сама потянется ближе к поверхности. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие, как мы. Просто уже пора было идти нормально, а мы все идем и идем. Ну сколько можно? Мы вообще когда-нибудь отсюда идем. Кстати, с Sony видео не будет. Батарея замерзла. Замерзло все вообще, все, что можно было, должно и не должно было замерзнуть. Короче, вот. Что я хотел сказать-то? Ай, пофиг. Дорога обратно показалась немного легче, не считая бесконечного нытья одного из наших спутников и нытья моей многострадальной коленки. Вдобавок ко всему, ввиду прячущегося с деревьев заходящего солнца, казалось, что температура за бортом опускалась просто на глазах. Ну так-то оно в общем и было. Гидромедцентр обещал в эту ночь похолодание в Челябинской области аж до минус 36 градусов.
Поэтому, чтобы нафиг не замерзнуть, мы очень оперативненько начали готовить ужин, параллельно периодически прогревая наших железных и бензиноэлектрических коней. И, конечно, наслаждаясь при этом красивым морозным закатом. Как вы понимаете, мясо на морозе готовится не так быстро, как бы это хотелось, а вот замерзнуть стоя, наблюдая, как не очень быстро готовится мясо, можно запросто. Причем настолько, что хочешь что-то доброе сказать, а не можешь. Просто вода. Просто вода. Вот это просто вода. Но это уже совсем другая история. Кстати, одной из основных и жизненно важных причин, как говорилось раньше, стал день рождения. Отметили мы его как положено. Разумеется, по традиции есть видеоотчет о том, что было на столе. А были салаты, закуски, шашлык, ради которого мы рисковали жизнью. И, конечно же, потрясающий торт. Правда, он почему-то на это видео не попал. И в завершении нашего морозного дня был поход в местную баню. Конечно, директор комплекса Андрей Анатольевич не особо настаивал на том, чтобы мы пошли в более цивилизованную постройку. Но когда мы тут были 4 года назад, нам была предложена именно эта баня. И тогда она нас вполне устроила. Но холод собачий был даже в предбаннике. Замерзло все, что могло замерзнуть. Даже в ботинки ноги просто не пролазили, потому что все было просто деревянным. При всех этих спартанских условиях всем нам все очень понравилось, а у меня напоследок получилось даже снять пару полсекундных таймлапсов. Но если пришлось снимать больше времени, то вы бы это видео не увидели, скорее всего. Наше пребывание на турбазе Небесное озеро подходило к концу. Пора было собирать вещи, пройтись по комнатам, убедиться, что ничего не забыто, и отправляться из этого замечательного места. Мы напоследок насладились видами хребта Зюраткуль и отправились на заключительную в нашем путешествии точку. Коралловое хозяйство Зюраткуль – это уникальный природно-туристический объект, расположенный рядом с поселком Зюраткуль на территории одноименного национального парка в Челябинской области. Здесь в естественных условиях разводят моралов, благородных оленей алтайской породы, известных своими крупными ветвистыми рогами и величественным обликом. Тая и олень.
Правда, рога, конечно, есть не у всех, но кроме того, чтобы кормить моралов, здесь еще можно покататься на санях и посетить конюшню с ее обитателями. А также посмотреть, при помощи каких инженерных и дизайнерских решений существует хозяйство. Оленей, лам, лошадей. Здесь также есть разговорчивый ворон Гоша. Правда, при нас он не произнес ни слова. Вероятно, не хотел вводить нас в культурный диссонанс. Кроме ворона есть еще кролики, которых можно также покормить морковкой. Где-то там прячется дикобраз и, возможно, еще различные животные, которые именно в этот момент не хотели показываться нам на глаза. Хозяйство занимает обширную огороженную территорию среди горных лугов и хвойных лесов. Животные содержатся в условиях, максимально приближенных к природным. Свободно перемещаются по просторным вольерам, пасутся на естественных пастбищах и хорошо адаптированы не только к суровому уральскому климату, но и к регулярно посещающим их туристам. Когда вам надоест ходить по парку, смотреть оленей и других животных, то можно будет просто расслабиться и покачаться на довольно комфортных качелях. А в целом сама территория парка во многом соответствует региону. Некоторые экспозиции одновременно и милые, и суровые. Некоторые объекты чем-то отдаленно напомнили нам Сонькину лагуну в Садке, что находится в нескольких десятках километров отсюда. Ну и напоследочек, позвонив в колокольчики, нам пришлось отправляться в сторону трассы М5. Ехать домой. Холодно, ветер. А место прикольное, мораловое хозяйство, очень рекомендую к посещению. Вы его мимо не проедете, прямо возле бассейна для бывшей
Зураткульской ГЭС. А может и не бывший. Дорога домой была такой же легкой, как и дорога в нужном нам изначальном направлении. Был лютый ветер, который чуть не оторвал нам бокс с крыши. Ближе к Уфе уже началась такая серьезная метель. И чтобы сэкономить хотя бы каких-то 7-8 минут времени, мы поехали через восточный выезд. Ну а в нашем случае он был уже как въезд. Но на этом всем спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Ставьте любые комментарии, жмите любые лайки. Нам будет приятна любая реакция, которую вы поставите. Всем до скорого в наших новых путешествиях. Yeah.